слышите, сегодня больше птиц. Вчера вечером их меньше было. Всем привет. Выспался капитально, ребят. 5 часов 45 минут утра. 20 мая. Заболело горло, все, капец. И я уже чувствую, что у меня переход приходит переход к летнему сезону. Я всегда к летнему сезону и к зимнему сезону всегда у меня заболеет горло. И сам тоже как-то придется подлечиться. Без антибиотика она не пройдет. Вот. Ну что сказать. Было жарко вчера. Но дверь открытой невозможно было держать. Потому что комаров очень много было. Я думал, открытым дверь оставлю. Будет чуть-чуть, как бы, ну, не жарко, так скажем. Хотя печка уже, когда я ложился, уже, ну, почти потух. Но комарье, конечно, хорошо, что Раптор я взял. Раптор быстро справляется с ним, очень быстро. Я вот после того, как здесь я вот посидел с вами, поговорил, я зашел в избушку, уже там штук 20 комаров, большие, крупные, как глухари, блин, летают. Вот. Ну, Раптор это быстро, он свою работу делает, как и говорил. Так, я тоже сейчас по-быстрому разберусь здесь. Докончу все работы. То немножко надо скосить надо. И кирпичи еще половину где-то. Ну, у меня вчера чуть-чуть у меня еще оставалось. 2 ряда надо сложить. Ой, блядь, спина. Примерно вот так. 2 ряда осталось. Вот. Так, если посмотреть, интересно. Так, здесь меньше этого. А первую ночь, когда ночевали, там вообще этой смолы. Хорошо, что я отверстие, ребята, выше сделал. Я бы, ну, блин, знаете, думаю, такая картина была бы с этой смолой, все этой с деготью, все этой с коптильней, блин. Что-то чем-то похоже как на коптильню. Да. У меня другого варианта просто не было, чтобы вот сделать, скажем, там отверстие для трубы. Пришлось бы потолок, так же, как и на первой избе там. Ладно, сейчас осенью покажет. Осенью эта печка покажет. Хорошая, плохая. Потому что сейчас я только чуть-чуть затапливал. А осенью уже каждый день, круглые сутки будем топить. И уже видно будет там, плохая печка или переделывать надо, не надо. Пока все так оставим, а там посмотрим. Если что-то не то, это на буране свозить, доделать или что там. Но надеюсь, не придется. Надеюсь, все хорошо. Вот. А так, я поставил чайник. Сейчас закипит, попью чаек и уже займусь своими таежными делами, так скажем. А здесь у меня еще диодовая лента. Надо это прибить. Хотя бы куда-нибудь сюда.
Ну, примерно так, ребят, как и на первой избе. Здесь будет свет от дедовой ленты. Вот. Аккумулятор поставим и будем осенью уже под светом этих лучей варить, готовить по вечерам. Здесь концы провода еще можно подсоединить второй диодовый. У меня вторая рейка такая еще есть. Можно подальше куда-нибудь, но вполне достаточно и одного. Над печью вот где-то примерно вот здесь еще бы, когда вот готовишь, картошку ложишь, там в суп варишь, жаришь, паришь. Вот здесь свет нужен дополнительно. Вот, пусть пользуются, у кого есть аккумулятор с собой возят, без проблем. Все плавает, блядь. Прям плавает. Идея такая у меня под домкрат. Площадку хочу выкопать, но знаете, блин, вообще плавает там грунт. Здесь тоже. Надеюсь, видно. Видите? Балакень какая. Так.
Вот теперь вопрос. Как в таких случаях работать с домкратом? Один вариант это то, что я сделал. Ему площадку, и он поднимет. Но в то же время все это дело плавает. Туда под бревна домкрат тоже не подсунешь. Это только как реечный домкрат поднять. Вот. Второй вариант это все забросить, глаза закрыть. Просто глаза закрыть. Сколько простоит, столько и простоит. Разобрать на дрова и по-новому, в новом месте построить новую избу. Это второй это вариант. Ну, жду я комментарии, я буду читать ваши советы. Как можно приподнять вот эту многотонную конструкцию с помощью домкрата. Но в то же время почва еще плавает. Это только по ходу придется зимой, когда или осенью даже. Осенью, возможно, тоже, когда вот замерзнет все это дело, или же весной. Сейчас это нереально. Сейчас нереально. Реальность еще, в принципе, если деться некуда, можно, как сказать, знаете, скажем, под домкрат прям плаху такую вот потолще и 4 метра, скажем, длина, упор, чтобы широкий больше было. Вот. Так обложить там, потом поперек, вот, потом уже более-менее там будет усилие. А скажем, если на маленький участок домкрат ставить, он избушка не будет подниматься, а домкрат будет тонуть. Вот. Честно говорю, когда я строился, когда я строил избу, я не знал, что под этим мхом, что будет после этого. Теперь знаю. Так что, если будете строить из избы, смотрите, где ягель, где сухо, где бугорок. Вот именно бугорок. Вот там надо строить. А здесь равнина, как бы равнина. Вот ты вот пришел, вот смотришь, вот, о, ништяк, нормально. Здесь построй избу. А под мхом там оказывается глина, а под глиной там болото. И все это и происходит, потом мучаешься. Опа. Так, но идея у меня ко мне пришла. Я вчера вечером долго размышлял, как все это делать. В принципе, я вариант-то нашел. И это сработает. Так же, как и вот эту конструкцию, которую я из железа сделал, подъемник. С этим я разберусь. И он поднимет эту избу. Идея есть. 100 пудов. И сработает эта идея у меня. Вот. Но мне нужно 4 угольника. Вот эти скобы, угольники, скобы. Как бревна вот этот прикрепляют, когда сараи делаете, как еще. 38 толщиной и 7 сантиметров эти ножки, чтобы были. И все получится. Уверен, все получится. Все нормально будет. Мы такие крепости мы брали. Здесь спилить эти корни, я сейчас, наверное, трогать тоже не буду до осени. Если что, осенью я спилю все это дело, и можно что-нибудь. Потому что он на корнях, эта конструкция еще, корни-то крепкие, долго они не гниют. Да и там еще он, подложка, которая вот полено была. Смолистое полено, поверьте, там он тоже сколько лет уже. Ну уже, как сказать, пару лет я в своих фильмах эти венцы показываю, рассказываю.
Но в конце-то концов, рано или поздно с этим я займусь. Что-нибудь придумаем. Да, легко. Получится. Скобы мне нужны. Скобы, домкрат, на всякий пожарный трос и газку только. Вот. Так, ладно, хотел одно, делаю другое. Так, ладно. Сейчас я, наверное, косу возьму, и вон эти подсады немножко надо скосить, потому что они бегут прямо на глазах, они растут, вверх идут. До бани надо скосить. Примерно так, ребят. Скосил территорию, и этот процесс у меня 2 раза в год идет. Потому что очень быстро зарастает. Если 2 года, скажем, я убирать здесь не стану, здесь будет как такая роща, блин, что бани уже не будет видно. Вот. А так я поддерживаю, как бы, чтобы не засорялось все это дело. Все время 2 раза в год я убираю. Каждый год, между прочим. Вот. Осенью здесь по пояс будет трава. Очень много травы выйдет. Уже траву будем косить. Вот там уже возле будки вон видно, что свежая трава выходит. Вот. И выше будки даже будет здесь. Ну, на осенней охоте как также поснимаю, покажу. Все как будет. Вот. Осенью только вот тут я как бы траву скашиваю, а там только эти березовые подсады. Фу, вспотел, блин, жарко становится. Смотрите, ребят, я уже собрался, все вещи убрал, подмел, дровишки есть. Вот так выглядит наша работа. Обложил полностью кирпичами. Кастрюля, чайник оставляю, бедро, все. Для тех, кто придет в гости, пускай живут. Самое главное, чтобы за техникой безопасности противопожарно соблюдали все. Потому что железная печка такая штука. Вот. Ну ладно, это уже сами пусть, как сказать, сами догадаются, что не надо перебор затапливать. Вот. В принципе, все. Поход заканчиваем. Здесь дровишек дофига еще. Спасибо, изба. Снова обогрела нас. Так, приоткрытым оставим щелинку. Вот. Щелинку оставим. Все вещи я перетаскал. У меня только рюкзак с вещами, теплые одежду я туда. Трико, все это лишнее туда. Рюкзак, как сказать. В рюкзаке у меня вот такая рогатина у меня, это вместо палки и вместо того, ну как для ружья. Зимой я много ходил, здесь уже так гладко отшлифовалось, сколько километров с ним я прошел уже. А здесь повесил, чтобы он не искривилось так прямо, чтобы прямо и была. Вот. Амбар закрыл,
Баню на лето я так открытым оставляю. Пусть проветривается, подсушивается. Здесь тоже самое, все в порядке. Кирпичи остались. Это кирпичи пусть под дождем будут. Пусть вся глина уйдет. А осенью уже как придем, возле трубы, наверное, обложу. Здесь закрыл, как я показал, так, немножко так прикрепил и все, потому что я буду подглядывать осенью, как там труба как себя покажет. Вот. Здесь все ясно, понятно. Нижний венец гнилой, надо менять. Что-то пытался, ну, хотел я чурку только вот подложить туда, но все, я сдаюсь, оставил в этом году ни хрена. С весны у меня не получалось, на буране хотел бревна привезти, ничего не получилось. И до сих пор. Вот. А на сегодня все. Здесь я больше задерживаться не стану. Вот. Поедем домой. Еще раз хочу отблагодарить свою избу за то, что обогрела нас. Немножко небольшой ремонт сделали. Переделали печку и все. Ладно, ребят. Все. До осени изба. Приедем осенью. До осени меня не жди. Я до осени сюда не приеду. Сейчас я поеду и опять нырнем в будничную суету. Будничную жизнь. Хорошо тут на природе, честно. Вот птицы поют. Но уже комары каждым часом все больше и больше становятся. Уже через пару дней-то уже вообще дофига будет комаров. И в лес не захочешь. А осенью его класс будет. Когда уже прохладно, заморозки, снежок такой. Вот это я люблю, уважаю. Ладно, изба, все. Пока.